Просто не идеализировать, и тогда не Да, будешь да. страдать по этому поводу. Это тоже годы депрессии меня выработали. Это Депрессия ғылымдардың докторы. Тоже депрессия? У меня диагностирует жена депрессию, но я пока не ходил к специалисту, не знаю. Есть такая тема, что ты самодиагностируешь себе любую там херню? Я себе там и биполярку ставил, там, и что-то. Мы фильм снимали про наркоманов, и ол жерде психиатрмен сөйлесіп жатырмыз. Признаки айтып жатыр да, мысалы ол... Подожди, а сам фильм, он существует, или вы просто всем говорите, что его снимали? Не, мой фильм реально сняли. Он выйдет в понедельник. Не знаю, как совпадет это с датой подкаста. Тяжелый фильм, на самом деле. Фильм. «Соль». Тоже. Арал тұз ғой. Ну, «Соль» — это просто мы сначала думали про меф снимать. Только чисто про меф. Но потом, когда погрузились, и так получилось, что герои, они такие разноплановые, так скажем. Они употребляли все подряд. Да. И соль это вообще это общее такое название синтетических наркотиков. Но у нас соль, они называют он конкретно скорость СК или альфа-ПВП, такой есть наркотик. Его курят, его нюхают. Короче, такой, очень такой многовекторный наркотик. Его как политика. Да. Как хочешь, можно употреблять, в общем. И он очень популярен здесь, в Астане особенно. А в Алмате меф, то есть мефедрон. Вот его в основном нюхают, мефедрон. Вот. И мы когда... Наркотики — это плохо. Наркотики плохо, это фильм. Вообще, я считаю, любая беседа и подкаст про наркотики, она обречена больше все-таки вреда от нее, чем пользы. Почему? Нет такого ощущения? Нет, многие, потому что... Смотря как обсуждать. Да, смотри, вот когда всякие, что было дальше, показывают, они приходят и говорят, наркотики — это плохо. Вот а потом история о том, как они были... Потому что у нас, например, когда смотришь, там нету никакого позитива, ноль. То есть люди рассказывают свои впечатления. Про такие беседы. Да, и про беседы такие тоже, да. Там. Ты типа рекламируешь многие вещи, которые они без этого узнают, братан. Конечно. Дети знают уже сейчас больше, чем мы. Ойламайсыңдар ма? Breaking Bad, мысалы, Шекер, сияқты кинолар. Типа, көп жағынан романтизация. Романтизация. Мысалы, Breaking Bad, маған Уолтер Уайт ана жерде енді қалыптасып келе жатыр, мектеп бітіп жатқан шығады да, ана кино. Какой-то химик, бірақ задрот. Все романтизируют. Наркос, например, вот где там Пабло Эскобар. Ты смотришь там, это мой любимый сериал вообще. И ты смотришь... Хочешь сказать, что «Наркос» тебе нравится больше, чем «Breaking Bad»? Да. Не, кстати, Breaking Bad, это он номер один. Наверное, номер один вообще. Но мне «Наркос», я очень люблю его пересматривать. Мне очень нравится... Мне вообще не зашел «Наркос». Да? Мне вот Better Call Saul это прям топ. Мне кажется, где-то даже лучше, чем Breaking Bad. Да. Это же вино. Это вино, это про диалоги. Вот я про это искусство диалогов. Банағы кинода Better Call Saul это реально вино. Мысалы, питкость жесткая вообще. Маған ұнайтыны, мысалы, Breaking Bad ол тез қарап тастайсың. Better Call Saul қазақша қалай болады? Солға звондай салшы. Родной. Жоқ. Одан да солға соқ. Одан да солға соқ. Немесе одан да солға хабарлас. Солға емес, солға. Солға, налево қызға кетіп қол жүрсе да адамдар. Солға. Я на втором сезоне застрял. Но, бро... Дальше прям жаришку. Маған қатты ұнаған персонаж. Мне то же самое, я на втором сезоне, на второй серии оставил его и год не смотрел. И недавно, когда вышел 6-й сезон, мой друг такой, это просто разнос. И я начал заново смотреть, и вот его невозможно там бинж-вотчить, как другие сериалы. Там, это не «Офис», там, это даже не «Breaking Bad». Да. Это нужно вот по чуть-чуть. Вот как вино, так и пить по чуть-чуть, по чуть-чуть. И вообще актерская игра, конечно, шикарная. Не, актерская игра там, да, там очень хорошо. Ну, и операторски очень хорошо сделано. Да. Бізде ондай авторлар вообще көп па Қазақстанда? Өзі автор, өзі жазады. Нұртас Адамбай? Нет, ол еще орта подкаст қой, брат. Давай не... Да. У нас вообще со сценаристами проблемы. Да. Сценаристами проблемы. Менің ойымша, ең үлкен проблема қалай болады қазақша? Мәселе, иә, ең үлкен мәселе ол сценарий. Өйткені сценарийден басталады. Сценарий жаман болса, қандай спецэффекттер болса да операторлық шеберлік. Ну, знаешь, я могу сказать, почему у нас с сценарием проблемы в целом. Потому что это низкооплачиваемый труд. Из всего производства кино, у нас там... Good point, my man. Почему? Қара, Сатиев туралы сценарийді 65 миллионға сатып алды. Не дейсің ал? Сапиев. Нет, А знаешь, почему оплачивается мало? Давай дальше копнем. Как в сценариях делают, задавать нужный вопрос. А почему? Почему? А почему мало платят? А потому что создатели считают, что это не так важно.
Либо они считают, что этого достаточно. То есть не разбираются в драматургии и думают, нормально же, все обосновано и так далее. То есть замкнутый круг. У меня есть друзья-сценаристы. Мой хороший друг Сергей Литовченко, с которым мы играли КВН когда-то. Он вот этот 5.32 сценарий писал. И «Брат или брак». Все, вспомнил. И много чего там. Да-да-да. Он вот с Утевым напарник. С Алишером. Да. Они вместе пишут сценарий. Я помню, когда он только начинал писать сценарий, он говорил мне, назвал какие-то цены за эти сценарии. И ему, чтобы выживать, условно говоря, нужно было параллельно писать несколько сценариев. Вот. И поэтому качество, конечно, там будет, соответствующее. Но это еще интеллектуальный труд, на самом деле. Да, это нужно прям сидеть, там, один нормальный сценарий, там, полгода писать, условно говоря, там, 3 месяца. В Голливуде, 10% от бюджета по-хорошему выделяется на сценарий. И там же как раз они же очень боролись за это. Сценаристов история там как была, раз когда... это же с Breaking Bad связано было, в том числе. В смысле, в это время. В это время было, и первый сезон когда был. И первый сезон этого был «Ходячих мертвецов», поэтому там 6 серий всего. И после этого они начали платить минимум $300 000, по-моему, за сценарий, что-то такое. Бізде қазақтар тыңдап отырсаң байқамайсыздар ма, ауылға барғанда, әжелермен, аталармен отырғанда, мысалы сен бір оқиғаны айтасың, қалада бір осындай оқиға болып, біреуді қағып кетті, онда бір страшно. Ауылдағы адамдар, сен оны айтып отырсың. Біздің ауылдағы Амангелдін өлесің. Аяғын қалай жоғалтып, короче, лишь бы сені оқиғанда обосрать, обесценить. Да, это фигня, да, и дальше пошло. Луидің әкесі сияқты. Жизнь с Луидом. Ты про это говоришь, у нас тайфун, знаешь, какой был? Вот в мое время были тайфуны. Да. Вот что по соли, это по этому фильму самое тяжелое, это продюсирование было, короче. Потому что очень сложно с героями договориться. Хотя бы даже время определить съемок. Потому что они обещают там. Но, кстати, Не верь улыбки наркомана, Дима. Они обещают, но не приходят. Но, кстати, я после фильма стал более лояльнее к ним относиться. Вот, да. И знаете, что забавное, что наркозависимые в Астане более конкретнее, чем наркозависимые в Алматы. Опять эта тема. В целом, вот так вот по городу такое настроение. Реально, они сказали... Там наркотики другие, ты сказал. Скорость там на скорости. Ты договорился там, да, вот в 10 часов, что он придет, да? Он приходит в 10 часов. Еще заранее скажет, я опаздываю там или там, вот так. Это же было... А в Алматы мы договорились заранее на много съемок, не с наркозависимых, с экспертами, заранее. Я подстроил так, чтобы командировка наша совпала с их графиком. В итоге они отказались сниматься, там не пришли. Они были даже не наркозависимые. Они были даже не наркозависимые. Они-то больше известные люди, там, которые там эксперты свои. Вахтозависимые. Да, и я такой, окей. А в Астане оказались наркозависимые конкретные. Вот. И мы до сих пор контакт поддерживаем. У вас там пасхалочка же была, да, в конце фильма? Пусть люди посмотрят. Но смысл в чем был? Чувак... Можно я расскажу? Да, скажи, потому что мы... Знаешь, можешь рассказать, почему? Потому что мы убрали этот эпизод. Ладно, убрали, хорошо. Там у них очень такой колоритный был персонаж. Он наркозависимый, и он рассказывал... Рим. Его звали Рим, он похож на Басту. Он рассказывал, что как-то он принес какой-то новый наркотик, и они пришли, там, где они там это делали, и смотрели при этом телевизор. Это квартира какая-то была. И он говорит, это очень жесткий какой-то наркотик был. И мы, говорит, там, все это сделали, смотрим телевизор, ловим там какие-то кайфы, и тут новость, Назарбаев уходит. Вот прям вот совпало, и он говорит, нифига себе, наркотик, капец, прет. А он говорит, я не знаю, что делать. На измене человек, реально, все, что можно понять, какие угодно галлюцинации, потому что Назарбаев ушел. Думаешь, это нереально галлюцинация, что он загнал, короче. Как он уходит, говорит, не могу поверить. Да, не можешь, как президенты меняются. У нас паника. А еще, говорит, на следующий день, да, он на следующий день проснулся, говорит, и Астану переименовали. Он думает, может, ничего не было? Да, у них есть такая тема, короче, ловить паранойю называется. Упасть на глазок, они говорят. В общем, эта скорость, у нее есть такой очень сильный побочный эффект. При злоупотреблении начинается паранойя. И причем эта паранойя коллективная. То есть один человек начинает верить, что кто-то облава какая-то, там полиция. Они все время ждут, что из вентиляционной трубы он появится, или с балкона залезет, там, на 25-й этаж, условно говоря. И они еще называют это раздать Wi-Fi. То есть один начинает бояться, и остальные начинают тоже бояться, и у них коллективная галлюцинация. То есть вот такое. И они вот под этой галлюцинацией могут вещи всякие творить. Они вот могут 2 часа смотреть в глазок. Прикинь, 2 часа глазок. Просто глазок стоишь, ждешь кого-то. Или один парень рассказывал, это тоже в фильм не вошел. То есть рассказываю сейчас, мне такое ощущение, что это все просто про нас, про нормальных людей. Все, что сейчас в последнее время с нами происходит. Да, паранойя, типа... Тоже на глазок? Коллективное безумие. Коллективное безумие, общий страх.
и так далее. Но это, знаешь, мне кажется, это тоже из-за соцсетей в том числе. Что мы друг другу раздаем вот это все. Потому что какие-то мелочи, которые вы раньше бы не обсуждали бы даже в семье, условно говоря, или просто обсудили бы там между делом. Сейчас это вся страна обсуждает, и весь мир обсуждает какую-то чушь. Делятся вайбом, да. Да, какую-то чушь там. Ну, и когда мы все начинаем обсуждать развод, это Джонни Деппа там и Эмбер, и кто-то болеет за ним, кто-то там за него My Dog болеет. Step on a И все Bee. начинают эту хрень обсуждать, там, Хобланда, Килдак, Жолби. придавать какие-то смыслы, там, понимаешь, что это, типа, как Да. это повлияет на феминизм, как это повлияет на отношение, там, к насилию и так далее. А у меня, знаете, что я хотел спросить у вас? Это у меня внутреннее ощущение такое странное, короче. Ну, у тебя хотел спросить, у тебя хотел спросить, у тебя хотел. Не боитесь ли вы? То есть у нас всех. Да, у вас всех по отдельности хотел спросить, да. И А, у него тебя не тоже хотели хотел, спросить. да. Ты единственный, у кого не хотели Короче, спросить. есть такая тема, что ты боишься устареть. Ну, типа, не старым стать. Вот я не боюсь старости, да, условно говоря, понятно, это же все к этому придем. А ты боишься устареть, из-за этого ты какую-то херню молодежную пытаешься все время, типа, за ней следить. Ощущение, что ты боишься, короче, устареть, и поэтому ты уже ненужную тебе вещь, ты смотришь молодежную музыку, там... Используешь слова. вот эти. Ну, Да, да. Смотри, есть же... Мне кажется, я устарел уже очень давно, когда я был еще подростком, если честно. Мгм. То есть, когда все танцевали брейк-данс, там в 14 лет целовались. Ты танцевал в Твист ТикТок? Да, TikTok. Я Тектоник, помнишь? вырезал мечи, щиты и бегал Ага. по лесу. Я был толкинистом, да? А, Крутая тема. Потом, ну, это я сейчас понимаю. То есть, тогда я отставал где-то на 2 эпохи Средиземья от своих сверстников. Сильмариллион. Потом, когда все начали что-то слушать какую-то музыку, я всегда слушал Битлз, там, кино, там, Элвиса, что-то типа такого, Queen. И это меня искренне вставляла, эта музыка. мгм. Помню, 99-й год, сколько мне было? 12 лет. 12 лет мне было. У меня дядя вернулся с Америки, с Сан-Диего, он там пожил, вернулся и привез кассеты всякие. Я поставил первую, это были Queen, и просто сел в тетрадь, начал слова записывать как на слух, английский не знал. Кимена Мабак, Кимена Примерно, да. Начало. Эта тетрадь потерялась, и Закольцевали. кто-то ее потом нашел. Где-то вот там. Ну, короче, и вот потом я себя поймал на мысли, такое ощущение, что ну, я по-старомодный, а почему я слушаю Битлз, когда нужно слушать там, ну, «Руки вверх» на тот момент, там, или еще что-то. 50 Cent. Нафиг. 50 Cent, да. Меня вот в те моменты... Сейчас мне 50 Cent может нравиться, когда он уже давно не в моде. Я не знаю. Но при этом я могу слушать и современные вещи, да? Там, Мгм. и активно слушаю там. Очень люблю Мак Миллера, там, могу и Арианы Гранде послушать. И да, Мак Миллер, Мархам. Ты мои сторис цитируешь? Нет. Это я всегда так говорю, блин. да. Я просто сторис выкладывал его песню. на Wi-Fi гитаре. раздаем. Да. Сказал Мак Миллер, Мархам, и мне начали писать, типа, «Неге солай айтасыз». Мархум? Болмайды ғой, типа, да, он же американец, типа, Мак Миллер, Мархам, это смешно. Дэйв смешно Шапелл звучит. мусульман, американец. Можно без И вообще мы же говорим Подожди, о том, Дэйв что- Шапелл мусульманин? Да. Он Ice сказал... Cube мусульманин. Нет, Ларри... Это был Не 20 к тому, что я типа, все кто Не-не. мусульмане, все крутые, не из-за этого. В смысле, я просто удивился, потому что я знаю, что у него жена филиппинка. Мгм. И это, ну, это один из моих любимых комиков. Я смотрел почти все его стендапы последние. Все, вернее. Но почему-то нигде про это он не говорил. Ларри вообще. Кинг пен Netflix'та не болды екеуі. Айтты Толық ма? болды, иә, өзі айтты жеке. Ларри Кинг сұрайды, сен өмір, Көру керек. сен барлық комедианттар дін туралы әзілдейді, сен неге әзілдемейсің дейді. Сен вообще дін бойынша кімсің дейді. Ларри Кинг сақал жіберген Санта Клаустан аумайды. Реально. И, короче, айтады да, мен мұсылманмын дейді, ана кәдімгідей ойланып тұрған жоқ. Бірден айтты, мен мұсылманмын. Мен ойламаппын адамдарға менің дінім қызық екен деп. Иә, мен Қалжың емес па? ол? Қалжың емес, кәдімгі серьезно айтты. Помнишь, бәріне жібердім сені. Мгм. Как Wi-Fi тоже раздал. И, короче, сол айтады, қалай келгенін айтады. Ол, короче, Вашингтон, Дистрикт Колумбияда бір пиццерияда жұмыс жасаған. И сол кезде бастығы, су-шеф, шеф бәріне жұмаға шақырған. И, в принципе, мен айтамын дейді, ну, в принципе, дін норм екен. Бір-екі рет барып көрдім. И менің көзқарастарыма қарама қайшы келетін жағдай болған жоқ. Сәйкесінше қабылдай оңай болды дейді қабылдау маған. Маған, мысалы, неге вау болды? Өйткені, мысалы, мен қатты мұсылман болмасам да, лайтовый, там, элементтер кейбірлерін қолданатын болсақ, мен ойланып қалдым да, Дэйв Шапеллмен менде ортақ айтатын бір тақырып бар уже. То как минимум. Ты расскажешь ему, как мы в Ираке совершали намаз. Да. Вот, извините, что перебил. Вот, и меня это не пугало как-то, но, знаешь, у меня вот... Не, ну, знаешь, это когда ты подросток, это было будет круто, не таким, как Да. все, когда Да, все слушают взрослый. рэп, а я слушаю рок.
Все слушают рок, а я слушаю блюз. Это нормально. Типа, Главное не да. Bluetooth. Все там, какие год, а я толкинист. Это нормально. А сейчас вот тебе сколько лет? Ты не чувствуешь того, что ты, типа, не успеваешь там за ними или наоборот, типа, похрен? Знаешь, вот когда я, допустим, делаю какой-то классный фильм, и ко мне подходит молодежь, мы делаем такой фильм в расчете, типа, что мы надеемся, что вот критики там на фестивалях, синефилы всего мира посмотрят и оценят, что это была отсылка на фильм там, да, Годара там или Хичкока там. А потом к тебе подходят просто пацаны молодые, там, 14, 15, 16, 17 лет там, и говорят, ну, до 20 лет, и говорят, что это топчик, там, этот фильм, да, и понимая все эти тонкости, это радует, ты думаешь, блин, ну мы реально на одной ноге, как бы мы делаем что-то. Пока ты делаешь... В общем, я считаю, творчество, оно вне возраста. Истинное творчество существует вне возраста. Как говорил Гёте, не бывает ни патриотической науки, ни патриотического искусства. То же самое можно сказать и про эйджизм, да, в данном случае. Мне кажется, что истинное творчество, оно вот цепляет тебя, неважно в каком-то... Ну, как я, блин, тащился по Битлз в 12 лет, хотя я приехал в Саула, там, переехал в 9 лет в город. Но откуда, я не знаю, никогда это не слышал, этой музыки. Я ее первый раз услышал, она попала мне в уши, и я влюбился в эту музыку. Ну, хорошо, что не Пугачева попалась. Пугачева наверняка попадалась, но я не влюблялся в эту музыку. Вот я говорю, в чем разница. И поэтому, когда мне повезло, мне очень сильно повезло, что у меня есть такая работа, которая мне позволяет творить, делать что-то, от чего я сам кайфую, я в это вкладываю максимум своих творческих усилий, которые плотно завязаны на моих физических усилиях, там, да, то есть нужно перевоплощаться, нужно думать, как это улучшить своего персонажа, этот фильм, ты что-то творишь, потом еще куча людей работает над этим, ну, допиливает его, получается кино, это получается искусство, твое высказывание, ваш коллективный перформанс, и люди могут посмотреть, вдохновиться и подойти, сказать, круто, и ты понимаешь, что вы в одном поле существуете, и неважно какого возраста. Вот это, ну, не у всех же это есть, конечно, поэтому мне проще, как бы у меня... Знаешь, когда я не был, вот, допустим, когда я не был актером, я везде старался показать, что я актер, или у меня есть творческий потенциал в ненужных местах совершенно. И это было ужасно. И такие, как бы, я потом, когда я стал актером, я перестал это делать. Я стал очень спокойно и адекватно себя вести на людях. Это про принятие или что? Нет, это просто ты, типа, знаешь, ну, ты себе доказал, что ты, оказывается... То есть, ну, прикинь, я жил 28 лет, не знаю вообще, я могу в кино играть или нет. До 28 лет я говорил, бывало, там, ребятам, мне кажется, я бы лучше сыграл. И мне говорили, так все так говорят, ну что ты не можешь, типа, если мог бы, сделал бы. И вот это вот чувство, я мог бы, но не получалось. Не был, кастинг не проходил, еще что-то там, инженером там работал. Чуть другой сфере. Космос, да, конечно. А потом, когда ты это сделаешь уже, и причем не так, что сразу ты снялся, это нужно пройти годы, и должен сам посмотреть на свое творчество немножечко с этой каких-то 2, 3, 4 лет в перспективе, и сказать себе, ну, в принципе, там, да, я не худший в этой сфере уже, и тебя отпускают в обычной жизни. Ты уже не пытаешься самоутвердиться за счет там, обычного общения, там, кого-то там, пытаться там, харизмой задавить кого-то. Это реализованность в данном случае. Да. Ну, себя показывает. Просто сам себя успокоил, короче, и там пытался себе что-то доказать, а теперь уже не надо что-то Да, доказывать. и Спокойно, внимание на другие вещи как бы высвобождается. энергию, короче, да. Ну, это, знаешь, такая тема есть тупая. Люди, которые читают, например, меня в Фейсбуке, или там, и ассоциируют меня только с тем, что я пишу в Фейсбуке, или там, в Твиттере, в Телеге и так далее. И вот они ждут от меня, что я буду там шутить искрометно там перед ними. А я когда-то пытался... Да, я когда-то пытался, короче, восполнить, типа, эти ожидания. Не то, что пытался, я такой, блин, я нервничал, что я, типа, эти ожидания не подтверждаю их. То есть они тебя тобой манипулировали, получается? Ну, это как будто, ну, ты себя, да, ты не делаешь так, условно говоря, ты Но не это же шутишь не ты искрометно, но ты такой себя уже ощущаешь, как будто бы, ну, может быть, надо тут пошутить, Ты что-то примерил такое. определенную на себя роль, да? Да, я уже такой, они на меня навязали эту тему, и все, я такой пытаюсь. У тебя Ну, есть ты табу? очень смешно пишешь. Ну, пишу я смешно, но я никогда не был Но ты не искрометным обязан, шутником. как бы, это Да, же разные жанры совершенно. Да, да. Литература и перформанс. Конечно. И когда шутки, даже я их вслух, когда произношу, они не такие смешные, чем вот они написаны, они смешнее. Мгм. Просто Да, в этом такой есть тип принцип. юмора. Ты Это магия текстовой- публицистики текстовой. в том числе. Да, да, да. Ну-ка, произнеси вслух какую-нибудь свою одну из самых смешных Вот это шуток. самое ужасное, то, что просят. и я говорю, Подожди. Про почему Ельбасы не говорил все это время. А это не смешно, Ну, потому что на это самом вне деле контекста. это было смешно. Это было наяву. И когда он написал про это, там, одно предложение, я такой, бля, это же было наяву, это смешно. Он говорит, Ельбасы не заявлял Бернарсе, потому что у него не было интернета. Когда у всех не было интернета. И такой,
Это просто смешно в контексте, понимаешь? И в Все, то время. когда это Я обсуждают... понимаю, что это смешно в контексте. Я просто Да. хотел посмотреть, насколько это не насколько смешно это в будет не жизни. смешно в жизни? Да, это будет не смешно в жизни. Я не буду подтверждать тебе это серьезно. Сенде табу бар ма? Мысалы, мынау туралы әзілдеуге болмайды маған. Бір тақырыпта. Раньше было, короче, раньше я такой к этому относился, типа, ну, Ага. не надо шутить про смерть, не надо шутить про религию. Я такой раньше был, типа... Фата Нуртас Адамбай, Да. удали про меня твит. Да, кстати, Серьезно была такое история. было? Да, недавно, короче, Расскажи, было. пожалуйста. Была такая шутка, типа, один известный режиссер стал социалистом, да, коммунистом прям стал. Нуртас Адамбаев в религию вдался. Мгм. И я такой написал, что это стал социалистом, Нуртас Адамбаев стал религиозным, там, проповедником написал. А я, не один, я ебнулся за 20-й год. Так написал. И он говорит, типа, он пишет мне в личку, типа, я Твиттер удалил, и я вижу, что ты что-то про меня написал, типа, там, но я не могу зайти, прокомментить, типа. А мы знакомы, он уже не помнит, Мгм. он мне в Facebook пишет в личку, можешь удалить, типа, этот твит, потому что не нужно, чтобы ислам и, типа, ебнулся в одном предложении было, короче. Человек прям в это. Я такой, а я как? Ты разделил на 2 предложения? Нет, запятую просто. На 2 твита разбил. Слышь? Не, я потом удалил, потому что я такой, мне же ничего не стоит это удалить. То есть оно не принципиальное же было, это Ну просто да. была шутка Ну, про... если это кого-то сильно обижает, надо... Да, чё-то- да, эта шутка была про меня на самом деле, что я ебнулся. На самом деле? Да. Меня успокаивает, то, что не я один ебнулся за 20 год. А Я это такой, угрожали тебе? Просто прикольно. До конца. Казцех, что с темой? Мне, короче, не угрожали, но проблемы были. То есть это такие проблемы, Как с колес? связанные с работой. В смысле, из-за этого твита или из-за других? Нет, из-за других, конечно, там, что тебя политическая сатира. Что Нуртас Адамбай может сделать? Нет, Ну, как- максимум Киллинг Сабина скажет. Коммунисты 13. его законцелили. Да. Да, или братьев отправят. Отпинает меня его мечеть, когда я на шум пойду. Ну, самоирония, я считаю, это классное качество. И это охрененная штука, на самом деле. Самоирония, она спасает, потому что это никто тебя не сможет не унизить, никто не сможет над тобой поиздеваться. Если потому ты что сам себе... Ты сам себя Да, носи можешь. ее как защиту. Да. На тебе самоиронию. Это Тирион Ланнистер сказал. Я Носи ее как Да. защиту. Да. Как? Он говорит, как дела, бастард? Он говорит, это не очень красиво говорить бастард. Почему? Я карлик, ты бастард. Не забывай, кто ты есть, потому что тебе не дадут забыть. Носи это как защиту. Носи. И я, например, ношу защиту. У меня, например, в Твиттере аккаунт лысый из доп. Реально? Окей. Видишь, так оно и есть. Мне норм. А что ты тогда в кепке сидишь? Нет, просто это новый образ. Просто я голову не помыл. Бля, до конца Вы не дожил. представляете, как плохо. Вот говорят люди, которые теряют волосы, что им не надо там ходить не надо ходить к парикмахеру часто, не надо мыть голову. На самом деле это еще хуже. Потому Да? что ты ходишь к парикмахеру чаще, потому что у тебя здесь растет, здесь немного. И ты ходишь типа каждые 3 недели, каждые 2 недели. Если ты немножко там продлил на пару дней, у тебя очень некрасиво на голове. Ну, на самом деле... И ты можешь постоянно, потому что у тебя же аллопеция, это в том числе у тебя сальность желез разная. И у тебя постоянно волосы либо жирные, либо какие-то еще. Вот. Я могу на свой посмеяться. Я не жена Уилла Смита, да, у меня аллопеция, окей. Я лысый из доп. Неші? That's what I am. Саған ғалымдар айтты ғой. This is who you are, man. Иә. This is the way. Ғалымдар Арсенге айтты. Ғалым қыздар. Арсен тақыр бас болған секси. Ол сен тестостеронның көптігінің белгісі деді. Ұялма, аш деді. Я буду потом Арсенбергером. Примерно айтты. Embrace your hate деді ғой. Embrace the hate. Ну, мне кажется, ты что-то говорил перед записью, что казахам нужно быть более самоироничными. Да. Вот осыған Ну, как раз вот мы отлично к этому пришли, потому что у нас Ё. проблемы, Я видимо, вспомнил. с самоиронией. Что, не надо было этого говорить? Это надо было говорить, это просто больная тема. Ты знаешь, то, что казахи возмутились, это нужно в Конституцию внести. Просто понимаешь, мы по любым поводам возмущаемся. Недавно история, можем это Жельберт можете? Коктуда? Нет. Короче, какая-то девушка, маркетолог, понятно, что в рамках самопиара она написала охрененную гигантскую простыню в Фейсбуке о том, как охренительно в Алматы. Она приехала в Алматы. слышал. А, да. Тенгринюсқа шықты. Везде, Да. короче, это вышло. Я лайкнул пост, потому что мне понравилось, то есть, что она нашла какие-то плюсы там и так далее. Да, Она она из России, Щительден да? Кельген, Да, она из России, да. Это она из вот России. важный очень момент, видимо. Она из был. России, она приехала как месяц живет, и она там говорила о розах, там, и она говорила о минусах. Но они такие минусы, как будто бы она их преподнесла как плюсы, короче. Видно, что она, чел понимает, как это работает. Казахов хвалишь, короче, они начинают тебя лайкать. Трафик. Да, она, короче, на этом, видимо, сыграла, сделала гигантский пост. Я тоже его лайкнул, просто такой добрый пост, без всяких там, без задних мыслей.
Вот, теперь и разделился на два лагеря. Кто-то начал это шерить, типа, вау, как у нас, оказывается, как хорошо, типа, а мы сами не видим, как у нас там розы, как у нас там все прекрасно, какие у нас добродушные люди, какие у нас вкусная еда. А другие начали говорить, вот, белая госпожа, там, почему вы восхищаетесь ею. И вот этот вот конфликт на ровном месте вообще ни о чем. Просто этот пост нужно было, лайкнуть или не лайкнуть, и все. Ну, вот. А у нас там 3 дня это обсуждение в Фейсбуке идет, возмущение, и начинается, видишь же, мета-ирония. У нас мета-возмущение. То есть люди возмутились, и другие люди возмутились на то, что те возмутились. И вот это вот наслойки, короче, каждый раз я охреневаю от того, что мы никогда ни о чем не договоримся. Меня, честно, я не знаю, я обычно не высказываюсь на такие темы, Так. но меня чуть закипело как бы на букву Г, да, из-за флага, что пацанов кэнсельнули из-за этого. Ну, пытаются кэнселить, да? Не знаю, это политический заказ, или убийство, это политическое, или что. Или это просто реально как бы эффект стада, что там люди не разобрались, что было на самом деле, и начали просто как бы... Я сейчас вообще не защищаю. Не защищаю, да. Да, это не потому, что там мы там с Маркой там друзья, и мы там снимали «Жанну, ты не поверишь», там и так далее. Я пацанов всех знаю. Потому что мы родственники, потому что жена не потому что ему должен денег, нет. В его квартире живут. Да, я точно знаю, что если бы я их вообще не знал лично, да, меня бы эта история также срезонировала. Просто, допустим, пацаны написали трек классный про флаг, да, и они там, изначально понятно, да, кто у нас такой классный, современный, молодежный трек про флаг снял, да? Можно было душнилы? Да. Трек написал в 2020 году Шиза, не пацаны. Просто эти моменты, он, видимо, понял, что с ними популярнее будет. Да. Такой... тем более, на него же основной хейт идет. А это он написал этот трек. Да. Трек классный. Я когда был в Париже, сидел, смотрел на Эйфелеву башню и думал, под какой бы трек сейчас снять этот таймлапс, как Эйфелева башня начинает загораться. Я подумал, вот этот трек. И поставил, у меня даже рилс есть в Инстаграме, можно посмотреть. И я потому что кайфанул. Я ходил по Парижу с этой музыкой в ушах, потому что мне было по кайфу. Я чувствовал какую-то, типа... Причастность. Да, оттуда там. Да. Скучал. Кумхандайру, неважно, типа, знаешь, мультикультурализм, там, мы все братья и так далее. Как я понимаю эту песню. Ага. Потом вот эта фигня случается, я шел посмотреть, он, там, выпил, да, человек на концерте. Это, рэп-концерт. Это, я быстро по порядку скажу. Что меня, короче, добило. Он не бросал там этот флаг, там он у него упал с плечей сзади, ему подняли сразу на деле. Хотел его в зал кому-то дать, и людям, походу, это не понравилось. Потому что это не его флаг. Да, это не его флаг. Да. Он написал извиянку, трек, где он все объяснил просто вот как по словам, но в рифму. Это тоже офигенно креативно, было. Офигенно, и признал свою вину. Сказал, я выпил, я больше так не буду пьяным выходить на концерты. Хотя, если ты рэпер, там, если ты как бы молодежь, рэп, они все так... Дайте им ошибаться иногда. Да, они кайфуют, это им нужно для разгона. Ты не можешь вот так, сидя на диване, встать, пойти и толпу качать. Тебе нужен какой-то, в любом случае, допинг. Он артист, он в первую очередь от этого страдает. Он в первую очередь будет от этого страдать. Это его выбор. И у нас хотят, чтобы все рэперы были одинаковые. Что все, вот говорят, я читал какого-то, совершенно случайно там не попало, кто-то из каких-то деятелей искусств говорит, вот есть же халяльные типа рэперы. Которые вот в костюме, там, хорошо одеты на сцене, знаешь, вот не матерятся там. Это примерно детский утренний какой-то. Я не знаю, кто это говорил. Музарт нормальный халяльный рэпер. Мировик Беспаев. NWA. Очень халяльный. Просто, обидно, что у нас и так все одинаковые. Да. Вот у нас в стране все люди одинаковые. Все стараются не выделяться. Типа, если ты выделяешься, ты что там? Со школьных времен ты что-то выделяешь, ты что такой дерзкий, на тебе пробил сразу. Самый умный. Что у тебя там зеленый футбол, что у тебя волосы красные там и так далее. О, да. Что ты узкоглазый? И вот эта тема, то есть... Тебе такое говорят. Глаза запятые. Да. Ты, видимо, Петропавловск. Чувак из отрава притом, да? Интересно, кто так говорит? Я не знаю, кто ему там говорит, смертник какой-то. Какие нечем, миндалевидные глаза у казахов некоторых там собрались. Эпикампус тут заканчивается. Май уже. Короче, и вот самое главное, хочу сказать, что из ничего раздули, да, cancel culture. Но, теперь подытожить. Но при этом вам не кажется, что флаг, главная проблема флага в том, что он у нас запрещен. И его нельзя ни вешать, его нельзя носить на улице, да, на плечи закинуть себе. У нас с любым другим флагом, любой другой страны ты выйди, тебе ничего не будет. Возьми флаг Советского Союза, флаг России, флаг Украины, тебе ничего не будет.
Возьми флаг Казахстана, выйди на улицу, ты получишь штраф, я так понимаю. Ну, я не По-моему, разбирался. сейчас уже Уже изменили, нет, но так изменили, да? очень долгое время ну, так было. 2-3 года. Так нет, ну сейчас же они обратно рассматривают Закон о эту тему. госсимволах, он очень жесткий. Жесткий, Очень Чтобы жесткий. типа, после этого случая мы там усилим там. наблюдение за этим. Зачем? Наоборот, наш флаг должен быть везде, я считаю. Его нужно десакрализировать. Это не религиозный символ. Согласен. Да, согласен. Это Я Я хочу, тоже- чтобы с балкона висело. Да, я тоже согласен not? с этим. Вот это же, возвращаясь там, Да. Марком, не Марком, вот это наши тоже люди очень все сакрализируют. Там и Тюльгенджер начинается там, как любой камень святой, какой-то, к любому камню они едут лечиться, вокруг него ходить. Нет, ну это немножко другое. Не, я к чему? Многие вещи, например, сакрализируют нереально. То есть там... Привычка сакрализировать все. Все подряд, да, все подряд. Какую-то нелепость там сакрализирует Шопен, который это театральный костюм на самом деле. 30-м годом. Вот это с этим Да. буерником. Половина нашей сегодняшней Одежды? традиционной одежды, Да. якобы, она пришла из театра 30-х годов советского. То есть, ну, ты, Да, вот ты вот Кожебек. видишь эти обычные платья? Представь, как жить в быту казашки с этим платьем. Оно нереально неудобное, оно нереально нефункциональное. А у нас же как раз-таки функциональный был. И тамак, и быт, и Да, это движение. должно- ну, На самом деле. это же Меня, кстати, одежда. да, меня Это удивляло, вызывает что... возмущение. Всегда помните же была такая фигня, когда какая-то девушка танцевала, там какой-то танец на национальном Казахском наряде. национальном. Да. Это был такой хейт там, и так далее, и так далее. I'm all the way up. Да, вот это вот. тема. Что-то да. Фрейзер Да, да, красавчик, да. Да. А, Я извиняюсь, что к чему? перебил. Поэтому меня удивляло, когда я смотрю диссонанс фотографий, там поднимают из там 19 века, там казахов фотографировали, Да. и ты смотришь на совсем другие костюмы. Да, другая одежда. Одежда другая. другая. Она Здорово. удобная. Она удобная для степи. Там нету такого вот этого Она всего. полувоенные какие-то бушлаты, Кстати, удобные Да, такие, и оно еще что захватываются. такое, оно очень близко. И мы вот, типа, сильно разделяем. Вот это казахское, это узбекское. Но на самом деле центральноазиатский костюм, Да, особенно вот примерно в одинаково. пограничном, это очень близкие между собой Периферия, вещи. да. Да, это же просто с разными, тупо конечно, удобная нюансами. одежда, которая вот степная, там, чтобы когда жарко, тебе не было Кстати, жарко, чтобы когда это холодно, всё тебя не продувало. эргономичность. Да, У нас функциональность. дреды были и косички были, так что это не культурная апроприация. Я, кстати, про что хотел сказать. Вот Рина здесь вот начал про то, как мы обижаемся на разные вещи. И вообще, говоря про меня, да, когда я сказал, я принял себя, окей. И если бы у меня были по этому поводу комплексы, я бы обижался на всякое, там, на любую шутку про там, мои волосы и так далее. А мы вот в качестве нации обижаемся на такие вещи, потому что не проработаны эти травмы, эти обиды. Вот эта женщина, которая написала что-то там про Алматы. Понятно же, что на самом деле дело не в посте, да? Дело в том, что есть какие-то триггерные вещи, есть, с одной стороны, ну, война еще есть, но это ладно. Есть наши триггерные вещи. Кто-то пришел снаружи, что-то там про нас сказал. Если похвалил, хорошо. Если не похвалил, Сразу, как все, да. Да. Это наши комплексы. Мы их не прорабатываем. И это распространяется на всех. Вот это вот, то, что Даняр сказал, люди не высовываются. Это тоже, да, как сказать, остаток, рудимент советского строя. Когда да, все это, в одной одежде. лагерные зоны. Да, максимально культура. там Да. серые и так далее. У казахов-то по-другому. Сал серы, они там какие только не устраивали перформансы, Они да? как женщины одевались. Как женщины одевались, все красочное, там то, это в нашей культуре выделяться. А сегодняшний казах, он пытается не выделяться, наоборот. И у нас огромная, на самом деле, работа предстоит нам. Нет, Очень. ну я согласен, у нас вообще как бы такое драматичное прошлое. 20 Прошлое, век это просто да. вообще, я даже не беру 19, только 20 век, это просто ужас. Кстати, никто про это не знает, это знает, в смысле, даже в России это не знает, в Украине это не знает. Большинство этих вещей, все, что происходило в Казахстане, там, то есть где-то краем уха, может, слышали. Я уже не говорю про Европу, когда я делился кратким экскурсом в историю Казахстана в 20 веке со своими друзьями из Франции, из Британии, там, на каких-то вечеринках, вот, после, там, Они такие посиделках. бухают, а ты им лекции, Да, короче, да, про да. Бухар Нет, я просто тему Жирау, зашла, там, прикинь, Кенсара, знаешь, прикинь, да? Галашокина, знаешь? И постепенно все расходятся. В конце я один. И с кошкой, оказывается, разговариваю. Примерно так. Нет, на самом деле, наоборот, все начали слушать, все сказали, потому что они все были в Казахстане, вот на съемках сериала «Инфинити». Я про этих ребят говорю. И там уже довольно близкий уровень общения. Они спрашивают, что за Семипалатинский полигон. То есть он был в сценарии, который мы снимали. «Инфинити», он про Казахстан же снят сериал. И я им начал рассказывать, что там рождались дети-мутанты. То есть это реальные были случаи, да, то есть там мутировали люди. А почему? Я говорю, ребята, на самом деле много, видимо, не знаете про историю. И начал рассказывать. И я понял, что они вообще про это не знают, никогда не узнают, наверное, если бы я не рассказал. И вот эта часть истории, она как бы только мы про нее на самом деле знаем. Да, она да, всячески скрывается, всячески все архивы удаляются, мне кажется. Поэтому это только наше дело, это проработать. И, что мы с этим уже можем сделать? Мы уже ничего не можем. Есть выбор обижаться. Ну, pass over, пройти. Да, а есть выбор сказать, окей, да, мы выжили, самое главное.
Все, здесь. выжили. Все, давайте дальше двигаться уже. Теперь надо вот из того, что у нас есть, Вот что у нас это, осталось? кстати, тут такой вопрос. У нас очень все заморачиваются по поводу деколонизации. И, ну, вот даже я не буду говорить, показывать руками, но я показал. Я тоже был очень заморочен. Я по тоже был поводу колонизатором. Деколонизации по поводу, да, очень сильно был заморочен. Но на самом деле, если об этом только думать, о прошлом, ты никогда ни хрена вперед не уйдешь. То есть надо это все проговорить, принять и идти дальше. Ну, это проблема нынешнего развития, оно не в деколонизации, на самом деле. Надо дальше идти. Деколонизация, давай так. Деколонизация есть оптика, инструмент. Не надо это делать Главным. с целью своей жизни. Я У тебя есть инструмент, вот, например, мы видим, что в обществе что-то не так, да, не нравится нам. Например, вот мы говорили про самоиронию. Мы смотрим, окей, оптику приложили, деколонизация в плане того, что так казахов не было. Инструмент взяли, отрезали, дальше пошли. Все, уже это неинтересно дальше. Дальше мы идем потому что современность важна. И когда мы говорим про историю, мы говорим-то про современность. История — это не даты. История — это то, что сейчас, то, что произошло так, что сейчас есть так. Короче, проблема вот всех нынешних людей, они живут Да, пошел я либо в нахер. прошлом, либо Еще в не понял. прошлом, Ну-ка, давай ты хорошо говоришь. да, либо в прошлом живут, либо в будущем живут, а сегодняшним днем никто не живет. Из-за того, что мы не живем вот сегодняшним днем, у нас вот эта вся проблема. То есть мы либо в прошлом там посыпаем голову пеплом, вот было Либо в вот 2050. так, либо вот так, да. Либо мы думаем о будущем, короче, и вместо того, чтобы вот нынешний быт вот этот вот организовывать, да, обустраивать нынешний Казахстан, мы все время какой-то 2050 Стратегии. года там как-то чушь. Не, ну Нужно это, конечно, подумать да. о тактике. Это же очковтирательство, по идее. Да. Ну и в каждом доме такая херня происходит. Человек вместо того, чтобы сделать что-то сегодня, например, условно говоря, есть какие-то деньги небольшие, там, вместо того, чтобы отдохнуть, там, что-то себе позволить, да, он начинает думать там о хрен знает каком-то там годе. Понятно, что это травма той тоже. будет через 10 Да, лет, там, да. Это Купим вообще- посуду, жасал. Кстати, да, ну это же психология бедности называют так. Да. Потому что Когда это там, вот, например, про- ты что-то подаришь, даже вот родным своим что-то подаришь, и ты просто подарил это, и надо это использовать сейчас. А они это хранят где-то там в отдельном Это серванте. про Там, сервант, чушь, да, я знаю какая-то. про эти сервизы. Через 5 лет это же сен басқа адамдарда болады подарок ретінде ол. Да, но Уверен. это же, блин, такое. Орамал сияқты. Просто, видимо, в том, что сейчас вещи быстрее обесцениваются, чем... Да, вещи вообще ничего не их, стоят. в Да, их- да, они Я, там... кстати, про экономию и про откладывание с одним мне мой друг сказал, который очень хорошо разбирается и в финансах, и вообще все грамотно менеджерит, и вообще свою жизнь грамотно налаживает. Мы его называем сверхчеловек, у него кличка среди наших друзей, потому что он все делает лучше, чем все остальные люди вообще. Он тигр, да? Краш. Краш, да. Тигр. Аризонский тигр. Короче, Вау. разговор был про экономию, что надо типа сейчас откладывать, вот пока мы студенты. И он был тем, кто во время студенчества откладывал, экономил жестко. Потом он говорит, я понял, что это неправильно. И он перестал экономить, потому что все, что ты сэкономишь сейчас, мало зарабатывая, и лишая себя базовых радостей, которые тебе по факту нужны, чтобы серотонин вырабатывался, чтобы ты Быть кайфовал, нормальным, здоровым человеком. развивался, да, Да. общался, там, больше позволял себе путешествовать, кругозор расширять. Все эти вот излишки, которые ты откладываешь, они нужны тебе сейчас. И вот суммарно все, что ты накопишь сейчас за 15, допустим, лет, там, с 20 до 35, или там, с 18 до 30 даже, это будет настолько маленькая сумма по сравнению с тем, что ты заработаешь потом, после 30, когда ты уже будешь нормально зарабатывать. То есть смысла не имеет, по сути, такие вот эти вещи. откладывать. Инвестируй Это- в себя, в свое здоровье, в свою там... На свое кайфуй, настроение, свое Да, ментальное свою жизнь. здоровье, Просто да. трать деньги сейчас, кайфуй от них Да. сейчас. Учитывая, И- как в Казахстане обесцениваются деньги, это правильный совет. Да, еще типа инфляция съедает. Короче, надо, тратить здесь сейчас и не париться, и просто развиваться, грамотно свою жизнь просто выстраивать, а потом со временем это как бы компенсируется все. Мне кажется, это интересная Да. интересная мысль, интересная Да. Но тактика. у нас же есть крайность в крайность, там той на 500 тысяч человек. Там. Кредит. Так для И него живи ты- сейчас. это, знаешь, такая Гигантский телевизор, дома не хранит, а гигантский телевизор. это отложенная жизнь, с одной стороны, с другой стороны, типа, живем как последний раз, да? Да, И вот потом это- начинается, с одной стороны, философия, типа, ну, надо откладывать, с другой стороны, один раз живем, и это вот все вместе, казахская биполярка ты называл, да? Это казахский биполярка. Вот она и есть. Я казахский свадьбу называю стиль. Мне недавно спрашивают организаторы, какой стиль свадьбы вы видите? Я говорю, казахская эклектика. То есть это когда... Да-да-да. Я говорю, что это такое? Я говорю, ну, это когда мои шутки будут очень сильно заходить каким-то гостям и очень сильно не заходить другим. Но в целом будет в среднем будет весело. Но это так и есть. У нас вот наши тои, они примерно так и проходят. Да. Я помню, короче, я был на той у друга, прости меня, мой друг. Он сделал его, типа, ну, он, типа, молодой, современный.
сделал его, как это, в стиле гангстерском. Все такие мы пришли Пики в Блайндерс? костюмах. Или Нет, что-то около Гэтсби. Короче, Чикаго 30-х. Да, вот Чикаго, Да. да. И все такие А там, там была знаешь, Великая там депрессия? Бета-шар, короче. И мы такие все пришли туда, такие наряженные, там, в перьях. С этим С Томпсоном, автоматом да? Томпсона. Все эти вещи, мы такие сидим, молодежь, все дела. И тут родственники там все. И они вообще не понимают, это про что, это, да. И сама свадьба обычная, классическая. Боже. Это рэперы. Это кринж, это рэпер, Это рэперы. это гангстеры. Гангстеры. И мы такие сидим все в этих перьях, я в шляпе был. Да, видно, не А стоит. там бета-шары, все дела, короче. Ну, это было очень странно. Чувствовался разрыв Нет, поколений? Сколько ты кидал? Сколько кинул? Я не помню, но это было весело. Сколько долларов? Мне было весело, потому что это мой друг, это классные ребята, и все были приятные люди. Но в целом было очень странное Кринж, да? ощущение. Не кринж, но насколько это Казахская просто... эклектика, мы ее так и Это называем. эклектика, да. В целом всем было весело, Молдазар клипі но ғой. странно, короче. Но это казахская биполярка, это реально. У нас 1 миллион 900 тысяч человек имеют задолженности по кредитам. 1 миллион қанша? 1 миллион 900 тысяч. Ну, 2 миллиона, считай. Такой оқып жатыр да рядовой қазақ. И всего лишь? Нормально? Прикинь, 2 миллиона человек почти должники. Это не те, кто... А всего у нас это около 7 миллионов человек взяли кредиты. Мгм. Это больше половины там рабочего населения. И 1 миллион из них это просрочки. Ты имеешь в виду, это 1 хронические должники. Да. И вот это типа между тем, как ты охренеть как экономишь, и между тем, как ты живешь за счет денег, которых ты не заработал вообще. Вот где это, блядь, Ну, там середина. ушло время Ну, чего? с другой Пришло стороны, время вот, кредитов, да? я стараюсь в последнее время, Скрипи. когда мы говорим про, там, ну, хаем казахов там, или еще что-то, я пытаюсь всегда сразу проводить аналогии с развитыми странами. Вот возьмем кредиты, ну, мне кажется, вся Америка живет в кредитах. Да, она потому живет что в у них кредитах, это Ставки доступны. Как страна вообще? Да. Она. Во-вторых, про самоиронию, когда мы говорим, что Да. нам не хватает самоиронии, ну, давайте вспомним cancel culture и этот woke movement, да, в Америке, которые обижаются на все. Американские комики сейчас жалуются, что им нет Ни о чем тем, шутить. про что можно пошутить. На все обижаются. Толстые обижаются, женщины обижаются, трансгендеры Толстые обижаются. женщины У обижаются. меня тоже такая была шутка, что Знаешь, кто не обижается? если ты сейчас, ну, то есть очень сложно выбрать тему. Если ты сейчас будешь шутить про погоду, то кто-то обидится на святую тучу. Ну, то есть кто-то есть сторонники святой тучи, скажет, Не-не. это да, нельзя, Это ой, Алясина. бай, там, да, и так далее, и так далее. И вот в этом отношении мы очень близки. А то, что сейчас там в Америке происходит с культурой отмены, мне вообще не нравится. Это полная херня. При том, что это утрирование. развитое общество, Да. наверное, ну, возможно, самое Ой, в развитое. среднем все одинаковые. Это все чушь, типа, что они там чем-то развитие. Я вам могу сказать, ну, то есть не потому, что я там... Месяц где-то жил он был. там, последний Не, месяц. дело не в этом. Все в среднем одинаковые. То есть если массу брать, в среднем есть, условно говоря, там какой-то 1% тупиц, какой-то 1% умных, какой-то 1% люди, которые работают. С ними надо говорить, там, кивать, что они там где-то развитие нас и так далее. Ну, мы Нет, про я институты, сейчас говорю, наверное, да, говорим, про в том числе. институты, про в целом, ну, в смысле, мы же понимаем, что это было капиталистическое общество уже сколько лет, там, и технологии у него раньше появились, все появилось, и сейчас все равно это системно, это другая страна. И они прошли там эти этапы какие-то, которые мы сейчас проходим давно, казалось бы, но при этом общество в среднем, когда ты едешь в другую страну, ты понимаешь, что там живут точно такие же люди, как здесь, со своими, там просто по-другому одеты, по-другому, на другие вещи обижаются и Да. так далее. Но в целом обижаются, да. Это какая-то странная херня, которая мне не нравится. А вам не кажется, что очень круто, что это происходит сейчас там, потому что нам, как обществу, которое до этого могло бы дойти, есть возможность отрефлексировать, как общество, то есть этапы развития общества, если они есть. Ну, типа мы будем быстрее, короче, это все проходить. Так оно и есть же. Что-то первое изобретается, остальные общества, которые догоняющие, они уже получают это уже не так. Им не надо было проходить. Пережеванный, Ну, смотри, готовый продукт. Европа 19 века — это расизм поголовный. Это социальный дарвинизм, это там бремя белого человека и так далее. Стратегия человека. Да, и теперь понятно, почему там в 60-х годах 20 века, да, они там деколонизация Африки, условно, это же термин исторический, там, политический, да, они отдают там колонии уже, собственно, надо пройти было через этот этап. И мне очень хорошо, что мы не прошли через этот этап сами. Мы теперь знаем, что Ну, вот сейчас есть такая тема, есть такая тема. Культура отмены, вот, пожалуйста, шизу все отменяют. Так же? Вот всё, она у нас тоже есть. Вернули же Ну, его? мы же как раз-таки Трек будем примерять и вырабатывать собственные по этому поводу алгоритмы действий, как общество. Да, я тоже считаю, что культура отмены — это тупость. Ну, короче, если вот тебе не нравится артист, не ходи на его концерт. О, Вот и всё. кстати. Не, бірақ та институт репутации болған дұрыс қой. Мысалы, компания... У нас, кстати,
Я. У нас... Нет, я даже не знаю, у меня мысль есть, но я сейчас сам же себе в голове ее опроверг. Я хотел сказать, что у нас есть такие поступки, которые совершают известные люди, но в основном это почему-то политики или какие-то деятели, да, не обязательно артисты. Сверху, снизу. Разные бывают люди, которые делают что-то, и за это ничего не бывает, ну, что-то жесткое на самом деле. Либо есть прям обвинения, доходящие там чуть ли не до судов. Ну, людей просто прощают, забывают, и все. А за маленькую вещь какую-то вот как могут прицепиться так, и как будто бы, как сказать... Дисбаланс. То, что дисбаланс, как будто бы Выборочное использование Выборочное права. использование, да-да-да. Но дело не в праве, дело в отношении людей имеется. Он же про отношения людей говорит. Да, люди искренне, допустим, могут сильно разозлиться, что там человек вышел в уронил. нетрезвом состоянии, и у него упал флаг с плечей, да? И не очень разозлиться, что, оказывается, там это будет в СМИ, но это не распиарится, потому что людям особо пофигу, что там кто-то 30 миллиардов тенге украл и там откупился официально и ходит на свободе. К примеру говорю, я вообще ни к чему не привязан сейчас. Вот такой случай. Кто из них больше вреда Ну, приносит это обществу? понятно, да. Система И ценностей, почему у потому людей что это искренне не вызывает гнева? Потому что все как-то не на том акцент, как будто бы, не там акцент. Система ценностей сдвинулась. Да. Коррупция – зло номер один. Мне кажется, и все должны это понимать, но мы как-то уже настолько свыклись. Мы с к этим. этому свыклись, еще мы как будто часть культурной идентичности проповедуется это у нас. Понимаешь? Это, я не знаю, это либо сверху, это либо снизу. Очень удобно жить. Могу рассказать одну историю, которую можно вырезать потом. У меня сестренка лежала в больнице перед операцией. Перед операцией, когда несовершеннолетние дети лежат в больнице, с ними лежат родители. И вот родители, они должны сдавать, если как это сложная операция, родители должны сдавать на инфекции. Да? Типа там стафилококк, все дела, чтобы не заразить ребенка после операции, условно говоря. И вот там лежала одна девочка, которая тоже ей представила операцию. Ее мама приехала вместе с ней из Тараза. Мгм. Так вот, мама это рассказывала, что она просто купила анализы готовые. Кто-то там сдал на Свои, стафилококк. Да, для себя. Мгм. Ну, это же... Ну, она еще этим То так... есть она вообще не понимает, да? Да, она не Типа, понимает, она не что понимает, да. зачем. Да, типа... Өз баласы. Когда можешь сдать, это бесплатный же анализ, его сдаешь, и тебе дают бесплатный результат. Дело даже не в деньгах, дело в том, что ты можешь зажить, собственно, ребенка. Это Да, же, а ну, для типа, нее это вообще, типа, давай это я буду пилить что-то, сук, да. на котором сижу. Это Да, она просто нереально. купила, типа, анализ, сказала, она сейчас спокойно об этом говорит. То есть вот это вот на бытовом уровне, на вот принятие такое. Мгм. А еще у меня тоже была такая шутка, типа, слышал, того задержали? А за что? Ну, он деньги из бюджета воровал. Ну, это понятно, а за что задержали-то? Мгм. Ну, вот это же тоже. Люди к этому... Понимаешь, что Нормально ты рассказываешь, что ты? коррупционеров Свои шутки. ловят не потому, что они коррупционеры, а потому, что они просто неугодны кому-то в этот момент Да. оказались. Типа, одни коррупционеры ловят других коррупционеров или заказывают ловлю других коррупционеров. Главное на себя не А выйти. есть какие-то хорошие новости, хорошие темы? А Вчера. футбол Турал Масала. Кеше футбол бар. Смотрел? Красавчики. С 88 минуты я смотрел. Волевая победа, говорят? Мне написали, что наши играют, ты смотришь, я нет, зашел. Алпыс тоғыздан болмаса болды. Это А типа, чтобы быть 88-й? причастным, или ты футбол смотришь? Нет, я в смысле, я люблю футбол, но Реально? я даже... Да. Я люблю Любимый футбол, клуб. но не сборная Казахстана, типа, там смотреть. Нет, Э, обычно... Это же через боль смотришь обычно всегда. Я не смотрю уже давно сборную Казахстана, потому что, ну, как бы ничего не ожидаешь. И я не знал, что они на первом месте в группе. Ты глор, короче. Я... Хорошо. Ну, может быть, Глор, да. Да, все же сейчас... Нет, ну я просто... Рома, С я детства всегда- за Казахстан. Да, Прикинь, вот как это это- глупо это- звучит. А ты казах. Я С вот детства так за Казахстан. сфоткался. Я вот так сфоткался. Эмблемы целует. И Я... там все лайк какой-то. Ва, красава. Ирина жыртылып жатқан. Не, ну, Я шыны керек, засмеялся. он купил эту футболку 3 года назад. И в этой футболке уже дважды или трижды Да, ходил на заметно, она стадион. ему маленькая стала, я поэтому пошел 3 года. Ты не знаешь, что такое маленькие футболки, если ты не знаешь меня и как я надеваю футбол. Где-то какие-то внутренние там опять начались. Не, просто момент мындай. Если мынау Лига нацияда біз өзіміздің тобымызда бірінші орын алатын болсақ, содан кейін барып саған 2024 Лига, Европа несіне, кубогына, елдер арасындағы. Бір стыковой болады тек қана. Сол стыковойда өтсең, сен Евроға шығасың. У нас мало чего объединяет, согласитесь? Жоқ, кеше соны түсіндім. Вот Бас біріктіре алады спорт, когда что-то побеждается, Мгм. и вот это единственный момент, когда все такие, Когда, помните, Олимпиада была 2008 года, когда наши, хрена медали взяли, Да, Илья да, да, да. Ильин. Лондон ба? Насколько... Я не помню больше такого уровня Не 8-й подъема. 12 год. 12 год. Иә. Такого уровня подъема эмоционального всех одновременно. Типа, вау. Ни Хочешь разу потом историю? не Хочешь было. cool story? Есть такая страна Монголия.
В Монголии, Кажется, кстати, знаем. реально работающая демократия. Со своими, конечно, нюансами, но тем не менее. Там, когда была Олимпиада в Пекине? 8-й? 8-й? 8-й год. 8-й год. Ну, потому что Грузия в 8-м году. В общем, в 8-м году там летом очень жесткие были политические прения. Были две партии, одна оппозиционная. Они набрали какое-то сомнительно меньшее количество голосов, чем та, которая была руководящая. И начались погромы. Люди там жгли автомобили, какие-то вещи были. Знаешь, что это остановило их? Их остановила первая монгольская, за всю историю всей Монголии, первая монгольская олимпийское золото по дзюдо. И самое интересное, он тогда поборол казаха. Ельдос Асметова, Я по-моему. помню, да, я помню. Да, Но и Смет- они прекратились вот эти все забастовки, клэш, вот эти все вещи из-за золота. Ну, Как поэтому просто, все да? диктаторы же хотят Олимпиаду у себя проводить. Это же фетиш. Муссолини же тоже, почему он все время отодвигал войну, то есть он вступление войны, потому что он хотел Олимпиаду провести. И он все время, нет, я вру, он хотел провести Экспо. Все. Не, олай емес, экспо. Это Экспо, да, Экспо. я хотел притянуть за уши факт. А, кстати... То есть Эйфелева вот эти башня вот- тоже мы же- экспо. Да, а поборол. Гитлер тоже же хотел Олимпиаду проводить, Так потом он у него провел. отобрали. Потом же... Среди ариев? Нет, Нет, он всё провел. правильно, да, он провел Олимпиаду. Там и еще после- чернокожий победил Да. в этом. Я Гитлере. видел, Да, фото есть. И это Да. был Да, такой... Былай тут тұрған. фейл. И он сказал, типа, здесь в нацистской Германии к нам относятся лучше, чем в Америке. И это было правдой, да? На тот момент. Ну, потому что в Америке 30-х годов тяжело быть черным. И в 50-х, и в 40-х, и в 60-х, где-то к 70-м чуть-чуть легче стало. Ну, может быть, и сейчас тоже. И сейчас золотой век, мне кажется, чернокожих в США. В Южных Штатах, Нет, тем не более. считаете? Их музыка качает, их Ну да. актеры качают. Канье Уэст, ну, непонятно, что это как бы больше так для смехулечек, да, но типа как какие-то там политические амбиции высказывает. Там, буду президентом или буду поддерживать президента. Когда такое было? Прикинь, Ну, Зайцев. у него был черный президент. Нет, понимаешь, черный президент — это не Канье Уэст. То есть Обама и Канье Уэст настолько разные. Анау То есть юрист қой? они вообще разные. Да. И типа вот это вот прикол этой черной музыки, черной культуры, мы, может, не замечаем этого. Но мне кажется, сейчас чуть ли не золотой век у них идет. Байқадың ба, Канье Уэсттің негізінде Канье Уэст қалай өзі әркім әрқилы бана не істейді да, қарайды да оған, клоун дейді, біреу гений музыкант дейді. Просто бұл жерде қызығы ол өз-өзіне сенуі және банағы жүйеге сенуі ғой. То есть бәрі шын меритократия жүзінде болады, және де байқағаным бұл жерде шешесінің рөлі. То есть адам баласы банағы шешесінің рөлі қандай, ол айтып жатыр да, мен музыкаға банағы School of Art'қа түскенім, осылай өз-өзіме сенім, ділігім У меня вопрос такой, я извиняюсь, что я тебя перебиваю. Да. Почему все подкасты, блядь, в мире заканчиваются Канье Уэстом? Какого хуя все заканчивается Канье Уэстом? Давай шизы Ты закроем. вот начинаешь о чем угодно говорить, о проблемах там среднего возраста, там, не знаю, там, о наркотиках и так далее, и все равно у тебя закончится Канье Уэст. Нужен мягкий конец. That's what she Не, said. да, У него? Канье Уэст. Вообще, Нет, Или у вообще него, все вообще подкасты? все подкасты мира заканчиваются Канье Уэстом. бля, Посмотри, Я не Куча. знаю, потому что я ни один подкаст не досмотрел до конца. Прикольно. наш, жалко. Не досмотрел. Свой сам, да, себя не смотрел, да, черт Нет, работал. свой это посмотрел. Ұнады ма? Он у себя... вот, Мне не понравился наш подкаст. Почему? Давай. Маған ұнаған жоқ, өйткені интервью болып кетті. И бірінші подкастым болды менің. Сондықтан Қазіргі ше. кішкене- А? Қазіргі Қазіргі қалай? Қазіргі нормально. Но он уйдет, ему опять не понравится. Потому что не было интервью. Монтаж көрейік. Монтаж. Я хотел как интервью, чтобы было, а он вышел не как интервью, скажет он. После. Я просто... я чувствовал, что все так чуть все равно скованные были, и на меня, Да, видишь, меня я воспринимали всех расковал. больше Ты прям этот, Ты же, освободитель, как этот, ты же шведский Жанга. мозг. уничтожитель Жанга. оков. Просто прикол ретінде Құрмаш Махановтан кейін ол араласады да Лұқпан Жолдасовпен. И прикол ретінде айтады, мен достарым подкастына келесіз ба? Мен шақырған жоқпын, по сути. Просто прикол ретінде айтқам, ол аудиосын жібереді маған WhatsApp'тан. Кім? Дос балам Лұқпан Жолдасовтың аудиосын жібереді. Ёп твою мать-тар, бля. Подкаст демей, блядь, интервью, сұхбат деп айтыңдаршы. Боқнаған аудиосын жібереді. Мне кажется, он офигенный вообще. Он? Он офигенный, мне кажется. Жақсы бір ойы бар ғой. Лұқпан Жолдас единственный чел, которого не шеймит из-за длинных волос. Да, это единственный казах, которого можно вот длинные волосы иметь. Да. Sensual Seduction. Это все мое детство просто. Это
какой-то, знаешь, такой, типа, саундтрек детства Рины, он там ходит через лес, короче, в школу. Это просто вот, был такой КТК-7, Алматы он назывался. Это какой-то, короче, гибрид был в Павлодаре. Это смешанный канал был местного телевидения и алматинского телевидения. И вот там все дыры рекламные, они забивали, там он был на гитаре. Ребята, надо закрыть эфир, у нас нет ничем. Кнопка Лухпан есть? Еще азиом. Ша-ла-ла-ла-ла. Сколько улухпанов мы можем поставить? Лухпан, 10 Лухпанов из Лухпана. Знаешь, вот то, что ты говорил про то, что боишься ли ты почувствовать себя устаревшим, и вот сейчас я понял, что я боюсь. Боишься устареть? Мне кажется, мы вот 4 деда просто сейчас. Бумер Бобкет Да, бумеры, да, реально. Бумеры, вспоминаем. Да, вспоминаем Дед, детство. как там, в 90-х не было Как света. это почуять, что ты бумер? Ну вот сейчас... Не, бумер какая тема? Короче, Когда ты начинаешь жаловаться на жизнь слишком много, вот то, что мы здесь делали примерно последние 50 минут, Да. это вот мы... Бумерская тема бумеры, такая да. чисто, да. Да, у молодежи еще хуже жалуются, у них там капучино прохладные, там, Ну, теплые. опять же, это Нет, мы молочко сидим не и... везде, это миндальное. Недавно Нет, молоко мы-то нет. жалуемся, имеется в виду, и говорим, что как все плохо вообще в мире, и как все... Что парадигма уже не та, и что... Да-да-да. И вот такие паузы. Как мир катится не туда. Да. Ой, Что это происходит? поколение вообще все пройдет. Так же? Да? Восталмане Да, ондаймы? да. Не, на самом деле, знаешь, когда бумер, когда себя ощущаешь бумером, когда ты неуместный. Вот ты неуместные приколы твои там. Ты такой пытаешься Чем больше пытаешься, тем они неуместнее. использовать Это слово... пиздец страшно. Да. Было такое? Это когда, знаешь, это... Конечно, ты когда используешь знаю, слова мне ни разу кринж такого не или было. краш. Помнишь, это было интервью Собчак, Просто она говорит, всех типа, поставил, да, у меня будет ни разу клинч, такого не было. если твоя что-то подружка будет шиперить тебя там вместе с твоим там крашем, и ты такой думаешь, бой, зачем ты это говоришь? Зачем ты это говоришь? Да. Нет, Киркоров-то слово кривма. По идее, надо себя тоже принять. Ну, типа, мы стареем, это нормально. Опять же, возвращаясь к лысине. Это Ребята, очень важная хорошее тема. чувство юмора, начитанность, Спасает. самая типа. ирония, они всегда будут в моде. И мне кажется, с любым зумером вы сможете пообщаться. Да, если ты у вас- когда в автобусе 60-летний вытаскиваешь свой перед там, перед там, девушкой молодой. Да, Она начинаешь такая надо скажет, засунь, нет, назад. Твой юмор неуместен тут. Особенно вот это вот монолог. Всегда будет в этом, вот всегда будет в почете то, это очень бумерская тема, знаешь? Это капец ты бумер. Ну, серьезно же. Так говорят? Нет, старики всегда говорят, типа, знаешь, Да, типа, вежливость всегда будет. в детстве, почете. да. Никто еще не умер от там скромности, да, что-нибудь А, такое. Хотя много людей умерло от да, скромности. Жар костей не ломит не оттуда? Это немножко другое. Без труда не вынесешь рыбку, из пруда вот это. да. Короче, Жизнь прожить, не поле перейти. мен, короче, айтайын У ба. него есть суперсила. Иә, суперсила. Мен андай орыс тілден скончался в школе болып отырмын ғой. И мен әйелім... Мои соблазнения, брат. Мои соблазнения ба. И мен әйелім орысша жақсы біледі керісінше. И андай просто жүреміз де мен бір орысша мақал айтып қаламын. И ол, короче, бүйтіп қарайды. Айтамын да, близок локоть, да его не укусишь, говорю. Такой, бір қарайды маған, бір қарайды. Ладно, говорит. Где тонко, там и рвется, говорит. Короче, былай говорит. И сосын она поняла, что я фифу играю. Да, там есть роза. Марқым. Осы бір жыл бұрын ба? Осы бір жыл ішінде қайтыс болды, иә. Да, и он их вообще Надо неуместно употребляет. В Павлодаре было, да? С твоими Каждый раз кентами. неуместно. Не к месту вообще, он притягивает вообще. Размах на Да, рубль, да. удар на копейку. Твои павлодарские друзья ко мне тянулись, между прочим. Ну, они все такие же, как ты. Да, баянские. Это когда вы про наркоманов снимали? Тянулись. Да. Кстати, когда снимали фильм, маған айтатын Может, ты көбісі. Wi-Fi раздавал? Маған айтатын шеккен адамдар рехабта жүргендер. Шегесің ғой, иә? Шегесің ғой? Да, они у Бәрі них спрашивают. Они честно. почему-то думают, что он их родной. Не шектің? Короче, сұрайды, скорость, СК, трафик. Вот. Да. Шегесің бе? Вообще, негізі. Темекі шегіп көрген жоқпын, шыны керек. Шөп дейтін болсақ, 5 саусақты жеңе алмайды. Көрдім, вау болған жоқ менде, бір ретте болсын. Типа шығармашылық жағынан. Без него я больше, лучше шучу. И мақалдар күшірек. Халдар это важно. Особенно для бумеров. А ты Знание употреблял пословиц, оно эссенциально. Употреблял что-нибудь? Я нет, никогда в жизни. Реально? Никогда в жизни. Нет, серьезно сейчас. Честно. Не, вот как актерская туса всегда же есть такой стереотип, Вот типа. стереотип. Реально. Я не знаю. Да. Может быть, я чего-то не знаю про своих друзей. Может, они тебя не зовут, просто Да. они считают, что ты такой. Не в тусе. Да не думаю. А вообще говорят, что все актеры кокаин. Вообще не знаю. Ну, может быть, есть, я не Ты знаю. просто Может быть, сразу в есть- хороших фильмах начал сниматься. Может быть, есть такие актеры. Сразу. У меня, да блин, мне с моими паническими атаками как бы и наркотики не нужны, знаешь, у Да, меня
эти состояния, они... там, Кстати, вот есть такой вот психиатр говорил об этом, важная штука, что, например, есть люди, которые никогда не употребляли, и у них, возможно, склонность к чему-то, бывает спящая шизофрения, например, или ментальные нарушения, они первый раз, когда употребляют, у них вместо того, чтобы эйфорию получить, они получают паническую атаку. Часто. И, возможно, разбудить шизофрению, в общем. Даже. Опасно. То есть, если бы он никогда не употребил бы до конца жизни, он бы никогда этого, то есть, не получил Unlock. бы. Да-да-да. А это как будто вот его чик, где-то в мозге блок. Ну, у такой. меня был такой страх всю жизнь, типа, если попробуешь, может, что-то там по фазе сдвиг какой-нибудь пойти. Мгм. И у меня вообще очень сильное воображение развитое, как бы, мне кажется. Короче, Ну, для актера это важно, это хорошо. Да. иметь развитое ауылда воображение. өскендердің көбісінің несі күшті воображениесі. К слову. я его тоже, кстати, не употреблял и не употребляю, и просто такая же отмазка у меня, типа, я и так загоняюсь, типа, зачем? Мгм. Я и Да, так я гоню. загоняюсь, знаешь, от чего? Я загоняюсь от своих ролей. То есть бывает такое, ты когда долго живешь, ну, в процессе съемок, ты готовишься, живешь в этом мире, снимаешься месяц, каждый день едешь на эти локации, в них погружаешься, живешь, эту чужую жизнь живешь. Она в основном, все последние проекты взять, она не Да, самая такая, приятная, да. тяжелая, там такие травмы ты проживаешь, Мгм. типа этого героя. И я в какой-то момент начинаю верить в это все. И... А потом ночью просыпаешься, кому-то горло перерезаешь, когда ты думаешь, что-то не то. Нет, это просто, да, это как бы вполне такой реальный фактор, когда ты... И ты такой, надо заземлиться, надо что-то обычные Я- земные вещи поделать, там, Электриктар вещи делаешь? постирать, там, еще что-нибудь, а? Электрикті сөйтеді. И- Надо заземлиться дейді. Да-да-да. Есть какая-то техника выхода из вот... Мгм. Нет, я хотел Техника? спросить. Да, Выход техника силы? выхода из вот этого всего. Когда ты погрузился, я Нет никакой понимаю. техники. Нет, ты просто... Нет, это не так, что я там начинаю загонять, там, мне, ну, там, Да. месяц там в мусорке сплю, там, такого нету. Это просто ты вот, можешь в какой-то момент сидишь, и у тебя... Ты как будто бы... Вот пространство, вот ткань этого мира, она как будто бы на тонком уровне каком-то поменялась, и ты как будто бы веришь на самом деле. У тебя это тоже вид шизофрении, возможно, что ты веришь, что ты в этом мире. И такой для себя говоришь, круто, я нашел персонажа. То есть актер называет это. Я нашел персонажа, все, я нащупал, я погрузился, я живу этой историей. И вот ты приезжаешь на площадку, ходишь, общаешься с людьми, но при этом ты вот в этом пространстве существуешь. И я так бывает, с этих мыслей вырывает там. Ты такой, да, что? А ты вот был там, перед сценой настраивался. И в сцене это офигенно смотрится. И ты живешь, и ты какие-то вещи начинаешь делать, твое тело само делает какие-то вещи, которые ты бы осознанно, как актер, не можешь сделать. То есть моей заслуги в этом вообще нету. В этом заслуга там просто моего воображения. Я доверяюсь ему. Но плата за это, то, что ты эту жизнь как будто бы проживаешь. Потом, это болезненный период съемок, потом ты заканчиваешь съемки, отложил такой, поехал домой, в аул. Ну, у меня заземление, я ауылға барам. Просто далада отырасың. Короче, қарайсың, закат, туда-сюда, вспоминаешь те же самые места, где детство все это был, и ты как будто бы находишь обратно себя, короче. В точку нуля вернулся. Вот он я, короче. Вот я на самом деле, вот это я. И походишь, пообщаешься там, с родными, которые все далеки вообще от кино, от всего. Детокс, короче. Просто похожу 2-3 недели, возвращаюсь обратно в привычный график, и уже с расстояния, когда начинаешь смотреть, там, первый монтаж готов, что, поехали посмотрим. Включаешь, и я смотрю, как будто это не я. Ну, как ты уже смотришь полностью, отчуждение произошло, ты его отпустил, и на экране смотришь, думаешь, ну, я вот так смотрю всегда на свои персонажи. Многие думают, типа, я самовлюбленный. Возможно, да, возможно, это самовлюбленность. Но Я смотрю, короче, все ушли, короче, никого нету там. Ну, я смотрю, как стоп-кадр. кино, короче, типа, и говорю, и часто я говорю комментарии, типа, блин, классно вот он здесь сделал. И я забываю, что, типа, блин, это же я, типа, классно я, типа, сделал. Вот, и забываю, самое главное, я забываю, что я так играл, типа. Я потом на экране смотрю и говорю, а я что, так играл? А, я вот это говорил. Так сыграл. Так сыграл. Нет, типа, не потому что хорошо, может, даже плохо, но ты просто забываешь, что ты делал в кадре. Это некоторые вещи, как будто там неосознанно, Как да? будто ты неосознанно это делал. И я такой, Прикол. иногда ты смотришь через полгода и думаешь, офигеть, типа, блин, я это делал. Есть же состояние потока, да, это, наверное, вот. Как Да, состояние да, потока. Да, но это классно, я не говорю, что как бы это возможно, если бы я не был актером, может быть, у меня была шизофрения, кто его знает, да, себе. А у меня как бы вот оно в это все выплескивается, и сейчас на самом деле наговорил, да, короче. Нет, это и есть творческий процесс, и если, но не все роли такие, большинство ролей, которые мне предлагали там до там, Адильхана, допустим, Ержанова, почти все роли там не требовали такого погружения. И вот. Но ты все равно рано или поздно все равно атмосфера, она берет свое, там, да, но когда у тебя глубокое погружение есть такое, и вот это вот сингулярность, я это все совместил, в какой-то момент, и ты чувствуешь этот момент, самое главное. И бывает такой, сидишь и такой, вот этот момент был, вот оно все, срослось.
Ты как бы в это в тело входишь, короче, постепенно там на 80-90% как называется, синхронизируешься со своим аватаром, короче. И в какой-то момент ты чувствуешь 100%. Все, я этот. И это бывает обычно к середине съемок. У меня вот примерно к середине съемок происходит. То есть вначале я еще... А если персонажа убили в первые 10 минут? Он не снимался, мне кажется. Нет, это немножко другие... И он когда ходит после фильма Хан Сатаева, там всех по помойке пиздит там. Районы, да? Да, да. 2 недели, прикинь, ходил Как ты в районе снимал? Сейчас. Подожди, Рашид. брата играет? Да. Ё. Потом же его ломают, и весь его авторитет вместе с ним. Да, там же весь авторитет сломали. Да. А потом я Мне тебя до сих пор убили. смс-ки такие приходят. Братан, я тебя сломаю, тебя и твой авторитет. Прикинь, да, который это, овощник, который Каспий не скинул, я тебя сломаю. Весь твой авторитет Нет, среди людям- соседей. Людям просто нравится мне это писать. Среди осени. Это они как будто считают себя оригинальными, да? Есть Да. же такая тема. Не, первые 2 года после районов мне приходило только одно сообщение. Братан, спортивка хайдан алдын. А там прикольно? А реально ходил? Там как? Реквизит Художник по костюмерный, костюму, да? да? Не, был один из там, друзей режиссера, который это была его личная спортивка, в которой он реально двигался. Он мне приходил, Это сильно Это был одевал Adidas? её. Это был Не, он Adidas? в ней двигался в тех годы, А, и он мне принес дома, сказал, вот я в ней двигался, на тебе это подойдет. Там кровь, все сидел. Не, она была новенькая Кастет там такая. в кармане остался. Adidas, и сзади написано USSR, короче, такая была. И она была красно-белая, и, походу, она залетела всем, потому что я потом в субкультуре уже дофига видел образ вот в такой похожей Ну, спортивке. это очень яркий образ получился, да. При том, что там тебя не так много, как некоторые бы, может, хотели. Но Ну, то, что ты запоминаешь, там точно. 70-80% Но фильма видишь, есть же. Жомарт запомнил не тебя, а спортивку. И, братан, я же еще Килинка тоже человек играл. Я Кстати, смотрел, классный фильм. Кирилл. я смотрел с Начинаешь- дочерью недавно. Первая часть 9 лет. классная, я вторую не помню, а вот первая Нет, я первую смотрел. Первая, да, классная. Кайф, кайф. Мне понравилось. Да. Хорошая. Что-то про ущемление прав, про Да, меньшинство. да. Феминизм. Надо Феминист. посмотреть. Какая ваша вообще Философия. ultimate goal вашего подкаста? Вы хотите стать известными? Или вы хотите сделать наше общество лучше? У нас он просветительский в том числе. Без То есть у нас слова- каждый второй или третий выпуск просветительский. Он про что-то, что обычно не... О чем не говорят на подкастах. Там история, мифология, вот эти вещи. Просто у вас подкаст, он отличается. Почему я вообще прихожу на ваш подкаст? Уже заметьте, не первый раз, а второй. И не третий. Ну, могло второй раз, да? Бирца. Второй. Почему? Потому что мне нравится то, что есть какие-то интересные просветительские действительно подкасты. И все. Этого всё, хватит. и поэтому Это я довольно веская хорошо. причина. Этого хватит. Вот, поэтому но мне непонятно, я говорю, ваша сверхзадача. Есть ли она вообще? Или вы просто по кайфу собираетесь? Негізінде Если просто по кайфу, я тогда третий раз приду еще. Смотри. Потому что у меня еще есть третья рубашка. Кто подкасты делает? Это же вообще не молодежь. Нет, и Почему? молодые Потому- хватает. Знаешь, Кто недавно... молодежь? Я недавно Скажи мне, поймал молодежь, себя на скажи мне, мысли, молодежь, что не куда популярный бы я подкаст. ни пришел, Мгм. Черничный подкаст. когда ты начинаешь собираться с достаточно интересными людьми, Мгм. у вас получается подкаст. Да. И ты думаешь, блин, если это все записать на видео, то, о чем мы сейчас говорили, Мгм. это был бы классный подкаст. Да, ты так думаешь? Я так думаю. Да. Но это знаешь, как у Ну, потом- люди, которые накуриваются, Да. они когда разговаривают, им так смешно, и это все весело, они Нет, думают, блин, вот это... нет. В этом случае это правда, потому что тут нет камеры. Мгм. Когда нет камеры, вот тогда Это намного действительно- естественнее, да, согласен. происходит? Да, ты, и 100%. у тебя нет цензуры абсолютно. Да. Все равно я себя цензурирую сейчас. Да. Я не говорю до конца все, что я считаю. Потому что я знаю цифровой след, и завтра, во-первых, может мое мнение поменяться. Может быть, какие-то новые факты. Да, я вообще считаю, что собак надо есть. Лошадей есть нельзя. Ну, вот такое, да, вот я не говорю, что это хорошо, но это и неплохо. Это нужно принять. Мы все равно Нет, на ну, ты камеру... публичная личность, понимаешь, и тебе нужно... Ответственность всё-таки есть, Да, я понимаю, что мои слова могут быть неправильно восприняты кем-то. Если бы мы сидели просто вот как кенты общались, Да. я бы говорил, может быть, немножко другие вещи, более Мгм. открыто, но я бы знал, что если что, я могу тебе пояснить, потому что у нас ограниченная аудитория, и ты можешь мне перезвонить через день и сказать, а что ты имел в виду, когда ты вот это говорил? Я скажу, нет, я не это имел в виду. Я говорил, что ты неправильно меня понял. Я хотел На- Слизерин. Да, вот. Сол сияқты ма? И в этом минус подкастов, потому что это, конечно, максимально приближенная к настоящей беседе формат, но это не настоящая беседа. Не, Ну, это, Минус- смотри, это Ага. просто издержки публичности твоей. Вот мы, например, Мгм. втроем собрались бы, нам было бы плевать, если мы честно. реально полностью ашықпыз. То есть вы говорите все, что хоть думаете. Ну, я, да. Да. Потом мы много режем. Нет, это я тоже говорю все, самоцензура. что я думаю. Говорите прям так, как вы хотите сказать. Сказали бы, если бы камеры не было. Наверное, жестче все-таки.
Ну вот, я вот про это говорю. Наверное, окей, жестче. окей. Да, многие вещи мы... Самоцензура всегда есть. Потому что ты... Каждый из нас в таком... Я вот сейчас говорю в подкасте что-то, и я знаю, что моя мама его посмотрит. Мен боқтап қойдым ғой. Неге айттың Каждый раз, когда Рина матерится, я такой... Ну вот мы тоже Мама, да, пытаемся не такая материться. запикать. А вообще негізінде боқтау туралы не ойлайсыңдар? Типа сен солай сезіп тұрсаң, сен сезіміңді ол сипаттай алатын болса, неге оны айтпасқа? Ну, андай көкала боғауыз емес енді. Я считаю, для матов есть свое место. Мысалы. И это место не подкаст. Не-не-не, это может быть и подкаст. Ну, в смысле, это, опять-таки, это выбор каждого человека. Я, допустим, сделал для себя выбор, что, типа, ну, я Не матерюсь. не матерюсь. Ты в жизни не материшься ты? С друзьями ты не материшься? Ну, если на эмоциях сильно, я могу там, да. 6-6-7. Но я... Нет, не так. Я к чему хочу сказать, что... Я не знаю, опять-таки, про мат. Возможно, нужна десакрализация. Мгм. Возможно. Мгм. Возможно, в Америке все матерятся, и Да. это стало нормой. Оларда факпен... Ну, без культуры тоже проповедовать тоже не хотелось бы. Но да, так сказать? и когда люди, кроме уже мата, не могут... Ну, я не знаю, меня просто режет слух, когда я вижу, ну, прохожу, и молодежь там матерится. И мимо О, проходят меня тоже взрослые. режет, да. И я Тоже думаю, может быть, я бумерская тема. бумер? Может быть, я бумер уже стал, Не, действительно. тоже режет. Все. Молодые пацаны Девушки, мимо когда проходят, матерятся. а Ташка там, и они при нем, девчонки там, допустим, Да. красным матом, таким, что просто уши там заворачиваются. И я такой, блин, как-то ну, нельзя же так. А потом думаю, почему я вообще должен их осуждать? Они свободные люди, Да. пусть делают, что хотят. Да. Дедушка сделал свой, Аташка сделал свой выбор, что гуляет по набережной, там, да, и без наушников. Прикинь, уверен. битспенджер, брата. Короче, я не знаю точно ответ на этот вопрос, но, возможно, нужна десакрализация. Я точно знаю, что мне неприятно слышать, когда молодежь при взрослых матерится. И я всё. считаю, что часто еще плохо, когда мат, это потому что ты не можешь другие слова подобрать. Да-да-да. Мат не есть должен такое. становиться... То есть кітап оқымағаннан Твоей иә? речи. С целью, да, и То есть, и если речи, ты не да. можешь иначе выражать мысли, чем То же через самое мат, про мат из кино. в спокойном. Мгм. Жесткий вопрос. Мне все говорят, почему ты типа против матов в кино, когда смотришь и говоришь, а что они здесь матерятся? Ну, типа, слишком много матов. Мгм. Но сам в кино ты материшься. Мгм. Вот у меня есть ролик, где я матерюсь. Да. Ну, там в фильме там 2-3 раза. Ну, это можно же про заматериться. естественность, правильно? Да. Просто я против необоснованных матов в кино. Мат ради мата, чтобы сказать, смотрите, мы в кино материмся, значит, у нас современное крутое кино, трушное. Да. То есть выходит чувак с машиной и делает вот так. И маты, да, пошли? Это 5.32. Я не помню, Ой, какой-то... 5.32 это просто... Я вот не там помню, какой, Первая но серия. Миниган, они Это постоянно просто матерятся. тизер. я смотрел 5.32. просто где-то в ТикТоке, я смотрел, и я думаю, пересмотрел еще раз, думаю, а зачем это было здесь? Типа, Мгм. можно же было просто, он мог сделать просто вот так и уйти из кадра, ну, в принципе, все, достаточно. И когда я это говорю, а мне друг лучше говорит, он, кто смотрел все мои фильмы, он говорит, ну, ты же тоже в фильмах матерился несколько раз. Я вот вспоминаю, ну да, ну, хочется типа оправдывать, говорю, ну, это было обосновано, потому что там так надо было. Если бы я не заматерился в той ситуации, как полицейский, допустим, да, то это было бы как раз-таки неправда. Да, неестественно. Потому что он бы в этой ситуации точно бы не сказал, там, извините, там, или некрасиво, он бы так не сказал, он бы сказал с матом. И я бы сломал образ. Ну, короче, вот... Я тут- вот, например, не в Есть вода? обычной жизни Да-да-да. не матерюсь. То есть я матерюсь только в В подкастах. подкастах и в очень узком кругу людей, которым я доверяю. Условно говоря, вот мы там, когда разговариваем с Жомартом, чтобы И на быстрее камеру. договориться. Я Это, знаю. это для того, чтобы непосредственность была здесь. А, Только и ради этого. Но, например, в жизни, там, при взрослых людях, там, вообще в целом, ну, мало кто слышал мой мат. Только вот в очень узком кругу людей, которым я доверяю, и с которым я веду себя так непосредственно. Вот я могу материться очень сильно. Кстати, помните, мы как раз начали же с Breaking Bad. Да. Там был прикол, что им разрешили один мат в сезон, по-моему. В один сезон один мат. И из-за этого шоу не стало менее там плохим. Вау. Да, ну, более плохим не стало. Накал и такой же это был. был мат бич. В одном из было бич, да. Эй, бич. Он же говорил это Да. в каждой Да-да-да. серии. Да, телефон алғанда. Нет, Пинкман. бич, по-моему, это не Где- мат, в том-то прикол. Там какие-то- ну, там- кстати, да, это же матершинное Да, то есть слово. у- разговаривал как... В русском языке Джесси. официально 3 мата есть. Ну, на «х», на «е», который глагол, Е? и на «п». Действительно. Ну, «х» и «п», они как бы муж и жена, а «е» — это то, что случается между ними, когда они встречаются. И все однокоренные слова связаны с этими. это Да, да, матом. да. То есть а все Орган. остальные, это типа слово «сука», это не мат как таковой, телевизионный. То есть им разрешили 3 мата. М. Ой, ну, 3 мата, говорю. 1 мат в сезон. И они справились вполне. 3 мата на границе Ну, штата Миссури. 5.32 это на 3 серии сократился.
Там примерно 2 минуты, Просто, да. 50 матов. А прикинь, еще сигареты сократят там бір серияға дейін. Ну, это же, опять же, гиперреалистичность. Сейчас же все хотят вот этого трушности. Все наелись. Это вот такая этой компенсация пластики. идет психологически. Да, То есть, да. когда все было такое неестественно, Да, пружина теперь разжалась, стало да. гиперреалистично. Ну, в итоге, я думаю, к балансу оно придет. Да, это нормально. Год-два дать, нормально все будет. Да, И устаканится. мат устаканится тоже. Сейчас уже, мне кажется, многие уже понимают, что чересчур мата тоже не надо. А тут Я же надеюсь. прикол в том, что мат многие используют, чтобы как-то не то что усилить, окрасить свою речь, но потом ты поймешь, да, что через какое-то время Что эта хуйня не работает. огромное количество мата, как дофаминовые рецепторы, они Да. сгорают, и ты не можешь уже окрасить речь матом. Они теряют свой изначальный семантический смысл. Yeah. Все. Типа ты просто материшься. И это становится просто бедной речью невоспитанного человека. Да, и потом тебе надо, чтобы говорить как-то эмоционально, ты говоришь, вот подлость, да? Ты не говоришь хуйня, ты говоришь подлость, хиянат. Понимаешь? И это более эмоционально очерченно становится, чем вот это слово хуйня, потому что ты его говоришь 10 раз в день. Мен ресейлік короче айтып кетейін, осындай орында подлость дедің ғой, ресейлік әріптестер келді бұрындағы жұмысымнан. Олармен енді неде отырмық, моншада отырмыз. Қазақтар орысша айтып отыр, «Вы хорошо знаете, да, русский? Вот Жомарт, хорошо знаете». Я говорю, мен айттым да, доколе будем удивляться, сударь. Умер анау ұрық ана жерде. Коллегаларымды, қайдан үйреніп жүрсің? Да, фифу играет там. Не, ондай жер жоқ. Доколе братья Карамазовы. Ну, ты как раз перед тем, как они приехали, он перечитал просто. Перед тем, как в баню, да, перед тем, как в баню пойти. Мен Там ағылшын растапливал просто имя, баню. Да, Вань топил Ты читал? на первой Братьев странице. Карамазовых? Бітірдің ба? бітірдім. Ол Әкесінің... Ты за какого брата болел? аттар есімде жоқ. Үш ағайынды ортасындағы. Вот. Понятно, оставайся. Неге? Читал, значит. Средний был Да, так да. и сяк, В младший смысле? вообще был дурак. Мен оқыдым, расымен. Ну, Не, я здесь- просто не дочитал. И потом только через лет 5 дочитал концовку. А. Я не знал, кто убил отца до последнего. Не, Садовник же. сол. Джейми жоқ. Әңгімені доғарайық бәріміз. Рахмет келгендеріңіз үшін. Рахмет. Өте күшті Так әңгіме болды. так резко закончил, да, вообще? Что за Енді қалай резко? бітірейік? Жоқ. Бірдеңе. Как Я она- не знаю, может, это бумерская тема, заканчивать, типа, что надо? Ну да, Типа- все имеет... Начало и конец. Нет, я к тому, что не все имеет Это начало как, и у, конец. это как у Чехова. Мылтық басында тұрса, сонда ату керек міндетті түрде. Не, ну можем закончить тем, чем начали, да? Чем? Чем? А чем мы начали? А мы еще про что начали говорить? Старики мы вот, Старики, Нет, да. Breaking Bad. Breaking Bad. Про наркотики мы начали. Про Да? наркотики. Наркотики это плохо. Наркотики это плохо, Даже ребята. говорят, Судя по нашему С менее подкасту... обкуренным лицом. Рина, С красными глазами. заново. Давай, серьезно сход айтшы. Наркотики это очень плохо. Нет, я просто устал сейчас. Время 12 часов на самом деле. Уже 12? А. Да. Он живет в Атрау. А, наоборот. Наоборот, Да, даже, уже, сори. да. Живет где-то в Харбине. Да. Наркотики это плохо. Не употребляйте наркотики, не пробуйте. Таки на грустной ноте. Вот видите, вот это результат. Бумерская, да? Да, результат, да. Поучательская тема, вот тоже бумерская. Это ж Типа, тупо, когда ты как, кого-то пытаешься Ты поучать. далеко, Монолог бро. Петросяна. Ты далеко. Монолог Петросяна, он всегда чем-то таким заканчивал. И там Антуан де Сент-Экзюпери. И такая тупая мелодия пошла, а потом он же еще рэп пел, помните? Может, Эй, девчонка, в 12 ряду, how do you do? Вот это тоже бумерская тема. Это очень Не к бумерская месту вообще Петросяна упоминать. Почему? Почему, Нет, брат? я говорю о том, что он как Он- бумер так заканчивал. Вы И тоже- мы сейчас хотим Давайте тоже так, закончить. вот в итоге подытожим. Мы бумеры или нет? Если Да, нас да, вообще Нет, не нет, бумеры. технически мы не бумеры. да? Нет, я бумер. Бумеры — это поколение бэби-бума после войны. Например, Токаев бумер. Братан, Душнила Такой был тоже. тигр. Нет, в том смысле, бумер в том смысле, в котором его используют душевно. против нас зумеры. Да, конечно. Да, да, Ты да. знаешь, люди, для них уже 25 лет, это уже типа агашки там. Еба. Да и у меня 30-летние чуваки называют агай. Это же, блин, Анау, и тут гиф, каждый раз приземляет. и тут гифка «Спаси рядового Райана», он же резко стареет же. Мэтт Дэймон. Ирина такой, когда слышит «Агай». Заслужили. Ну что, ты бумер? Я думаю, что все-таки да. Но ты не переживаешь по Но этому почему-то поводу. меня это не парит. Это классно. Да, Это хорошо или это плохо? принять, это нормально. Ну, то есть это потому что легче жить с этим. Вот, Бумер, который считает, что он бумер и нормально с этим живет, намного лучше бумера, который не соглашается и пытается молодиться. да, это Всё. ужасно. Вот Ну, это давай. я больше всего боюсь вот этого, прикинь. Я вот больше всего боюсь быть неуместным. Знаешь, когда вот я вот один раз увидел, когда я сильно испугался постареть. Много лет назад я увидел, как в трамвае, в Павлодаре есть трамвае, один дедушка такой, взрослый дед, короче, такой сухонький дед, такой вот, ну, дед прям, знаешь,
Такой Прям дед. прям дед. Еще раз скажи, еще раз, Да. еще не Ну, поняли. он был реально Как дед, он- короче. насколько он И был он дед? начал Фильтровать базар. Он начал флиртовать с девушкой, которая там стояла, просто девушка молодая, и он так с ней, типа, она не понимает, что происходит вообще, и он такой, там, какие-то шутки, приколы, я такой думаю, господи, Она еще как я не казахка, да, хочу, он ей так говорит. как я не хочу быть таким мерзким дедом, короче, который неуместен, Нет, не ты про понимает, педофилию что- говоришь вообще. Не, она не ребенок была, она просто была молодая девушка, там, на моего Краткий возраста. пересказ Лолиты. Лолиты, да. Нет, она была совершеннолетняя. В этой истории все были совершеннолетние. И, собственно, Кстати, согласен. знаешь, что интересный факт, когда опросили девушек, в Америке, по-моему, был опрос, какой, по вашему мнению, возраст мужчин самый привлекательный? И они сказали возраст от 30 до 40. А Майкл Джексон как ответил? Какой возраст мужчин, женщин самый Да. привлекательный, по их мнению, по мнению женщин, Да. которые они сказали, по-моему, тоже типа от 30 до 40. Когда у мужчин спросили, то они сказали, самые привлекательные девушки, типа, это от 18 там, до 25, 28. А мужчины думали, что они самые привлекательные в возрасте там, от 21 до 27. У всех, короче, у мужчин Да. и у женщин разное восприятие То есть возраста привлекательности. бумер болуға қорықпаңыздар. Осымен Да. бітіргісі келіп тұр ғой, примерно, Данияр. Да он вообще хоть как-то хотел закончить прилично. У меня синдром тамады, короче. Я с 18 лет веду свадьбы. Тамада. Да. И я на всех мероприятиях всегда стараешься красиво закончить, правильно? Да. Да. И потом это переходит в жизнь. Я заметил, что в жизни я не могу... Кончить? Когда... Такой, да, она уже уползает от тебя. Я не все сказал. Неправильно закончили, я не бумер. Давайте заново. Ты не можешь как бы типа просто сказать всем пока, там тебе надо как-то подытожить, или там, если на тусовке мы сидим, типа, и все молчат за столом, Я. я думаю, что это моя вина. Понимаешь? Потому что я же типа ведущий, я должен сейчас как-то создать атмосферу. И из-за этого, я говорю, что-то какая-то слабая концовка. Не, ну хочешь тост скажи. Но поэтому я хочу сказать, что самое главное — это